Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Ради хорошего улова можно и рискнуть. Так считают бесстрашные интинские рыбаки, выходя на подтаявший речной лед. Открыт набор подростков для временного трудоустройства в свободное от учебы время. Приступить к работе ребята смогут уже в мае. Инта присоединится к всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант». Проверить свои знания по орфографии, пунктуации и пополнить ряды отличников могут все желающие. Владимир Уйба внес изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. Снято ограничение работы театров и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50% от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место. При этом продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов. Изменились требования, предъявляемые к организации работы вахтовым методом. При наличии у работника сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работодатель вправе допустить сотрудника к работе по результатам медицинского заключения без ограничений, то есть без временной изоляции, обсервации. До 30 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, дискотек. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями органов дыхания предписано по 28 апреля 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания. С учетом постановления правительства Российской Федерации по 28 апреля продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции. На этой неделе в Инте выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии в Интинском округе заболели ковидом 642 человека. 594 интинца из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 30 смертельных случаев. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ сейчас находятся 4 человека. 14 горожан с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Интинцы могут записаться и попасть на прием к врачам разных направлений. В город приедут специалисты узкого профиля. Врачи планируют работать в поликлинике номер 1 несколько дней. Медицинские услуги будут оказываться бесплатно. С 20 по 23 апреля на базе поликлиники номер 1 будут вести прием врачи-специалисты Сыктывкарского консультативно-диагностического центра. У горожан есть возможность записаться к травматологу-ортопеду, онкологу-маммологу, урологу и гинекологу. Записаться можно будет по телефону колл-центра 61636, запись ведется. И точно так же приходят на прием, маска, бахилы, обработка, все как положено. Как правило, приемы приезжих медиков пользуются популярностью у интинцев, но в прошлом году из-за введенных ограничений приезд врачей был отменен. Как поясняют специалисты, в идеале врач сам назначает пациенту индивидуальный набор исследований, который необходимо пройти для диагностики конкретного заболевания. Но поскольку прием будет проходить всего 4 дня и за это время сдать анализы, пройти УЗИ или дополнительные обследования и повторно попасть на прием навряд ли удастся, врачи рекомендуют заранее подготовиться к приему. Но, конечно же, желательно к врачам уже обращаться с какими-то обследованиями, сделанными анализами, ультразвуковым исследованием по возможности, с маммографией к маммологу. И, конечно же, мы принимаем поликлиника взрослая, только взрослое население старше 18 лет. Амбулаторная карта обычно у нас хранится в регистратуре, поэтому будем откладывать их сами для врачей-специалистов, которые приедут. Запись на прием к приезжим специалистам уже открыта. Записываются, конечно, еще места есть, не все дни заняты, поэтому, пожалуйста, можно еще записаться, есть такая возможность.
Сотрудники городской администрации, инспекции маломерных судов предупреждают интинцев об опасности тонкого льда. С приходом весны лед на реках начал таять. Специалисты разных служб и ведомств проводят профилактические рейды по рекам Интинского округа, беседуют с людьми, раздают памятки. Под весенний лед легко провалиться, но это не останавливает жителей Интинского округа и рыбаков, которые зачастую пренебрегают правилами безопасности. Специалисты напоминают, весенний лед коварен. Его структура непрочная, он только с виду кажется крепким, а на самом деле очень хрупкий. Беспечность может обернуться трагедией. Добрый день. Добрый день. Вы в курсе, что опасно уже выходить на лед? Сколько толщина пробурили? Больше метра. Больше метра? Да. Хотелось бы вам предупредить, такую газетку вручить. Я рыбачу уже лет 30. Нет. Почитайте. Она мне не интересна. Интересно? Нет. Вам тоже? Я рыбачу лет 30. Я знаю, когда можно выходить, когда нет. Смотрите, не рискуйте лишний раз. Да не, еще рано. Вы-то вышли на лед, рискуете? Ну, я и за вас рискую. За нас не надо переживать. Интинские рыбаки не прислушиваются к советам и рекомендациям специалистов. Вопреки запретам, любители подледного лова бурят лунки, где им вздумается. Для них главное, чтобы был хороший клев. Пренебрегают мерами безопасности и пешеходы с водителями. Установленные знаки с оградительными лентами вдоль берега реки в районе Новобольничного не настораживают жителей округа. Несмотря на то, что выход на лед запрещен, люди продолжают передвигаться по опасным участкам. В основном у нас нарушителями являются те, кто выгуливает собак, соответственно, переходят на ту сторону, и местные жители с поселка Вестедор, потому что им здесь напрямую ходить удобней. Вот. А так хотелось бы предупредить, что уже есть критерии опасности, такие как промывы воды. Лед уже ослаб, потому что даже выход воды на лед уже ослабляет сверху, и снизу, соответственно, теплый сброс СТЭЦа. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Берегите себя, это ваша жизнь. Люди у нас не думают о том, что они могут провалиться и буквально на ровном месте погибнуть. В преддверии предстоящего периода половодья нужно быть особенно внимательным. Родителям необходимо обратить внимание на недопустимость нахождения у водоемов детей без присмотра взрослых, что в период весенней оттепели, предстоящего ледохода и паводка чревато рисками происшествий с необратимыми последствиями. Люди фотографировали выход детей на лед возле Тецовского моста. Хотелось бы сказать родителям, чтобы они этого не допускали, следили за своими детьми, иначе может привести к гибели. Сотрудники инспекции маломерных судов предупреждают интинцев об опасности тонкого льда и призывают всех жителей Инты, особенно родителей детей, принять исчерпывающие меры по предупреждению несчастных случаев и гибели несовершеннолетних на водных объектах. И в продолжении темы. В Усть-Куломском районе произошла трагедия. В деревне Верхний Воч в 1,5 метрах от берега реки провалился под лед и утонул 2-летний мальчик. Ребенок был с родителями, которые набирали воду из проруби для бытовых нужд. Отец пытался спасти сына, но не смог. В минувшее воскресенье в Сыктывкаре утонул 32-летний мужчина. Тело пока не обнаружено. Во избежание несчастных случаев в Инте усилена работа по проведению профилактических мероприятий среди населения. Чтобы еще раз проинформировать интинцев, была проведена профилактическая акция «Осторожно, тонкий лед». Горожанам на центральной площади раздали памятки, в которых четко расписан алгоритм действия при чрезвычайной ситуации и указаны предписания по поведению на водных объектах. По республике уже прошла волна потепления, уже есть погибшие, скажем так. Вот. Ну, уже факт это есть налицо. Поэтому надо предупреждать, работать с населением. Сейчас значительно увеличилась температура наружного воздуха. Местами на водоемах Инты поверх льда выступила вода. Уже опасно выходить на лед, можно провалиться. У нас устоявшаяся теплая погода, лед уже начинает разрушаться, свои свойства. Поэтому опасность выхода на лед, в полной мере этого слова. То есть можно пойти, провалиться и не выйти. У нас были печальные случаи в 2006 году. Когда провалились 2 детей, поэтому хотим предупредить, чтобы этих фактов больше не было. Сотрудники Интинского центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, волонтеры и специалисты Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности обращают внимание интинцев на правила поведения на водных объектах. Выход на лед опасен чем? Тем, что у нас, скажем, есть сброс воды, теплой воды под лед. Это ТЭЦ, где постоянно не замерзает вода, и очистные сооружения. Соответственно, подмывание идет снизу.
Сверху идет потепление солнечными лучами, и уже вот сами видите, вот как он снег реагирует на это. Лед то же самое. Он разрушается, из плотной структуры превращается в кашу. Соответственно, выход на лед опасен тем, что можно провалиться. Мы же не знаем, где какая глубина, правильно? У нас еще на речке есть течение. Течением затаскивает под лед, соответственно. Выбраться очень тяжело неподготовленному человеку. На данный момент интинцам не рекомендовано выходить на лед водоемов, а также пересекать реки на автомобильном транспорте вне санкционированных ледовых переправ. Родителям стоит обратить внимание детей на то, что нельзя проводить игры на льду. С наступлением хорошей погоды жители и гости Республики Коми устремляются на природу. В походы особенно людей привлекает национальный парк Югы-2 с его девственными лесами и горными вершинами. На приполярном Урале постоянно организуются экскурсии. Руководство и сотрудники парка, спасатели призывают туристов строго соблюдать правила безопасности. Администрация национального парка Юга-2 просит туристов по возможности отказаться от посещения территории парка и отложить визиты до начала летнего сезона. С начала апреля на территории парка сложилась лавиноопасная обстановка. В результате продолжительных обильных снегопадов в марте, а затем резкого потепления, большая часть горной части парка представляет опасность для туристов, как лыжников, так и снегоходчиков. К сожалению, 2 апреля, минувшей пятницы, на территории национального парка вблизи базы Озерная в зону схода снежной лавины попали 3 туристов из Пермского края. 2 участникам выжить не удалось, они погибли в результате общего переохлаждения организма. А 3 остался участник в живых, смог выбраться из снежного покрова самостоятельно. Кроме того, в связи с резким потеплением уже частично вскрылись верховья рек, что создает опасность при переправах и движении по льду, сообщает руководство парка. Администрация парка просит туристов соблюдать технику безопасности и не отклоняться от маршрута, а по возможности отказаться от посещения территории парка до начала летнего туристического сезона. Учебный год близится к завершению. Интинские подростки с нетерпением ждут открытия трудового сезона. Дети хотят устроиться на работу, чтобы принести пользу городу и заработать свои личные деньги. Ежегодно ребята занимаются уборкой, благоустройством и озеленением города. Когда и где можно записаться в трудовые отряды? Наш следующий репортаж. Началась пора трудоустройства для интинской молодежи. Уже сейчас, в апреле, были объявлены первые наборы подростков на майские трудовые смены. Школьники не упускают возможности и отдохнуть, и одновременно почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, и заработать на карманные расходы. В этом году, в 2021, временное трудоустройство несовершеннолетних подростков на станции юных натуралистов осуществляться будет уже с мая месяца, первая смена, по октябрь. В разные периоды разное количество детей. В мае месяце запланировано у нас 25 человек, первый поток. Для того, чтобы прийти и устроиться к нам на станцию натуралистов, необходимо записаться. Записываться лучше приходить ребятам лично, потому что обговариваются сразу документы, которые необходимо предоставить, пакет документов. 2 учреждения дополнительного образования, Центр внешкольной работы и станция юных натуралистов постепенно формируют будущие трудовые отряды. К работе подростки приступят 17 мая. 17 мая 2021 года начинается 5-я трудовая четверть. Обращаем ваше внимание, что запись производится по адресу Мира 14. Это Центр внешкольной работы. Для реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних в этом году из муниципального бюджета выделено 3 миллиона 720 тысяч рублей. Дополнительно к заработной плате, начисленной работодателем, ребята будут получать и материальную поддержку от Центра занятости населения. Зарплата будет формироваться у ребенка, как он будет получать со станции натуралистов определенную часть заработной платы, так и с Центра занятости, которые тоже выплачивают детям. Дети у нас вообще молодцы, они каждый год с большим удовольствием, еще не начиная летней трудовой кампании, уже бегут к нам сюда узнавать, когда начнется и как можно туда записаться. И все, конечно, рвутся с большим удовольствием в отряд мэра. Вот, поэтому мы им говорим, что надо записываться в школах у себя, и мы их рады будем видеть. Все проходят через Центр занятости. В прошлом году у нас прошло 727 человек через службу занятости. Потрачено где-то около 920 тысяч рублей на выплату материальной поддержки несовершеннолетним за участие во временном трудоустройстве.
Ну и на этот год планируется тоже где-то такая же сумма в размере 920, около миллиона, наверное, будет затрачено средств, и 725 человек будет трудоустроено. Соответственно, материальная поддержка будет оказана из расчета 250 тысяч рублей в месяц за полный отработанный месяц. Если детишки будут работать 10 дней, то, соответственно, эта сумма делится пополам. Всего запланировано 725 рабочих мест в 5 образовательных учреждениях и 4 учреждениях культуры. Почти 500 ребят будут трудоустроены на базе ЦВР на должность дворников. За ними закреплен большой список мест, где обязательно нужно прибраться. Это аллеи, зоны отдыха и береговая линия реки в том числе. Первая смена – это май, с 17 мая по 28 мая. 60 человек и 10 рабочих дней. Запись производится с 9 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. На июнь вторая смена – это у нас будет лагерь труда и отдыха с 1 июня по 22 июня, с 15 рабочих дней, где будут детки и завтракать, обедать, значит, 2 часа работать, ну и, соответственно, какие-то развлекательные мероприятия на свежем воздухе будут. 100 подростков примут в лагерь труда и отдыха. Так называемый отряд мэра работает в Инте уже более 10 лет. Дети приходят к нам, по опыту прошлогодних лет, очень с удовольствием, с большим удовольствием они приходят на работу. И некоторые записываются и на одну смену, и на вторую, и на третью, и на четвертую. Ну, в общем, если есть возможность, они готовы работать все лето. Очень любят всю работу, убирают город с удовольствием, не стесняются нисколько. То есть профессия дворник их не пугает. На втором месте по количеству выделяемых рабочих мест для молодежи находится станция юных натуралистов. Учреждение уже не первый год летом принимает учащихся на работу. На первую майскую смену уже записались 25 ребят. Каждая смена без учета выходных составит 10 дней. Всего смен будет 9, каждая по 15 подростков. Когда оформляется ребенок, он оформляется через несколько еще учреждений. Если ребенку 14-15 лет, необходимо, чтобы с родителем он обратился в отдел попечительства в администрации, пройти процедуру для того, чтобы им дали разрешение. Это длительная процедура, в течение 7-10 дней, поэтому нужно учитывать это родителям и подросткам. Туда тоже сдается определенный пакет документов. Для этого необходимо родителям или подросткам обратиться и уже спросить конкретно по пакету документов. Также ребята оформляются и с центра занятости населения. Для центра занятости населения тоже необходим пакет документов. Это копии паспорта ИНН, СНИЛС, лицевой счет. И дальше, конечно, они уже подходят туда и заполняют документы. Но это после того, в центр занятости, как только они предоставят пакет документов к нам на станцию юных натуралистов. Сотрудникам станции юных натуралистов нравится такое сотрудничество. Молодые, активные, энергичные ребята всегда с радостью выходят на улицы города на высадку цветов и деревьев. В течение лета интинские подростки озеленят многие памятные места и зоны отдыха. У нас уже на протяжении последних 2 лет на станции натуралистов принимаются на должность садовники, потому что для нас это очень необходимая работа, которую дети осуществляют. В первую очередь они подготавливают новые какие-то места для озеленения. Они занимаются ландшафтным дизайном, который на территории станции натуралистов на отделениях. Также они озеленяют город наш своим трудом, помощью, которой они нам помогают. Также есть какие-то физические необходимые, которые тоже мужская сила, и в том числе мальчишек-подросток, которые, опять же, согласно трудовому законодательству, тоже выполняются. Посадка деревьев. Ежегодно мы проводим посадку деревьев как в весенний период, так и в осенний период. Ребята-садоводы помимо озеленения города занимаются сбором трав, необходимых для кормления животных, выращиванием рассады, трудятся в саду, теплицах и на полях, заготавливая сено.
У нас есть опытнический участок на Теплице, на Мира 14, где девушки и молодые люди тоже очень большую помощь нам оказывают. Мы выращиваем там самостоятельно по платным услугам зелень. И ребята учатся, обучаются. Могу сказать, что ребята приходят, кто первый раз, они не понимают, что нужно делать, да, потому что мало у кого есть на данный момент либо дачный участок, да, либо бабушки, дедушки в деревнях, да, поэтому для детей нашего поколения, нового поколения, для них это новая работа, и они не понимают, что это. Вот. Но уже за период какой-то они получают какие-то навыки определенные, вот, и уже с удовольствием, когда приходят на следующие периоды или на следующий год, они уже знают, умеют. Причем могу сказать, что ребята нам и подсказывают очень много разных идей, которые мы где-то упустили или, может быть, даже и не думали. Всего на реализацию программы круглогодичного оздоровления, занятости и трудоустройства детей и подростков в этом году из республиканского и местного бюджетов выделено почти 7,5 миллионов рублей. Летом планируется охватить около 3000 учащихся. Из них более 2000 подростков будут отдыхать в оздоровительных лагерях. 725 детей будет трудиться. На базе всех образовательных учреждений и спортивной школы «Юность» будут работать 10 лагерей с дневным пребыванием детей. В Центре внешкольной работы организован лагерь труда и отдыха. На следующей неделе интинским выпускникам предстоит написать итоговое сочинение, которое станет для 11-классников допуском государственной итоговой аттестации. В этом году его будут сдавать все, кто выбрал ЕГЭ и ГВ. Основной срок написания работы – 15 апреля. Дополнительные сроки – 5 и 19 мая. Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение незачет, либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать изложение. Уже известны открытые направления тем. Забвению не подлежит, я и другие, между прошлым и будущим, портрет моего поколения, время перемен, разговор с собой. Но это только общие указатели. Конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала написания работы. Сочинение должно соответствовать ряду требований. Минимальный объем не менее 250 слов, рекомендуемый от 350 слов. На все про все 3 часа 55 минут. Работу лучше писать самому, без плагиата, шпаргалок, заученных текстов и схем. Важно излагать собственные мысли. Как правило, большинство выпускников получают зачет с первого раза. ЕГЭ в этом году будет проводиться в 2 этапа. Основной пройдет с 31 мая по 25 июня. Резервные дни с 28 июня по 2 июля предусмотрены в расписании для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день, и для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни. Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, получивших двойку на ЕГЭ по русскому языку или не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине. Пока 11-классники будут писать сочинения и готовиться к ЕГЭ, у горожан есть возможность проверить уровень своей грамотности и написать диктант. Ежегодно ИНТА принимает участие во всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант». В каком формате будет проходить мероприятие в этот раз, расскажет корреспондент Ольга Доценко. Тотальный диктант – добровольная акция для всех желающих, которая проходит в один день по всему миру с поправкой на часовые пояса. В этом году он состоится 10 апреля. На сей раз участники будут писать рассказ «Обещание». Автор текста – знаменитый писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Специально для участников акции он напишет 4 части текста диктанта. 10 апреля в 14 часов в ИНТЕ в 7-й раз пройдет самая масштабная образовательная акция в мире – «Тотальный диктант». И в этом году все участники будут писать «Обещание» – рассказ Дмитрия Глуховского, ставший основой для одноименного короткометражного фильма. Премьера состоится в день диктанта на всех площадках. В связи с еще действующими ограничениями мы предлагаем интинцам 2 формата участия в акции. Первый – традиционный, в Центральной библиотеке. Текст Глуховского продиктует Ольга Витальевна Захватова. Второй формат написания диктанта подойдет тем, кто по каким-либо причинам не сможет присутствовать в библиотеке. В
прошлом году мы уже проводили диктант таким образом. До 19 часов 9 апреля можно получить бланк и ручку в Центральной библиотеке, после чего написать диктант самостоятельно под онлайн-трансляцию и сдать работу на проверку. Как участник я писала диктант 4 раза. Дважды на площадке Центральной библиотеки и по одному разу в формате «Пишем дома» и в режиме онлайн-трансляции. И с уверенностью могу сказать, что самый захватывающий вариант – писать здесь, в библиотеке, под диктовку Ольги Витальевны Захватовой. Перед началом диктанта на базе библиотеки участников ждет премьера короткометражного фильма «Обещание» по сценарию Дмитрия Глуховского. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено и обязательно требуется регистрация. При написании диктанта в формате «Пишем дома» регистрация не нужна, но удобна для организаторов, ведь тогда они смогут подсчитать количество желающих. Сразу скажу, что процедура проверки регламентирована. Каждая работа проверяется не менее 2 раз, а пограничные случаи, например, между 3, 4, а также 5, минимум 3 раза. Не существует эталонного варианта написания текста диктанта, поэтому экспертный совет представляет нам для проверки все возможные варианты пунктуационного оформления. Поэтому не стоит бояться поставить запятую вместо тире, с большей вероятностью это не будет считаться ошибкой. Для участия в акции «Тотальный диктант» зайдите на сайт totaldict.ru. В списке городов выберите Инту и зарегистрируйтесь на одной из 2 доступных площадок. Регистрация уже началась. Отличная новость от пекарни «Ассорти». В Инте открылся еще один кулинарный отдел. Торты, пирожные, десерты, слойки, круассаны, пончики, маффины, сочные пироги с различными начинками и многое другое теперь можно приобрести в магазине «Копейка», в котором помимо выпечки представлен огромный ассортимент традиционных продуктов питания. В магазине «Копейка», расположенном по адресу улица Мира, дом 65, открылся кулинарный отдел от пекарни «Ассорти». В большом ассортименте хлеб, выпечка и кондитерские изделия. Приглашаем всех интинцев и гостей города на дегустацию. Запах вкуснейшей выпечки, аромат свежего хлеба не оставят равнодушными даже самого привередливого гурмана. От такого разнообразия вкусностей разбегаются глаза. Приходите, дегустируйте, и вы непременно станете постоянными покупателями магазина. В линейке продуктов магазина «Копейка» по улице Мира, 65 всегда присутствуют замороженные мясо, птица в разделке и целыми тушками, рыба, пресервы, молочная продукция с регулярными поставками, а также колбасные изделия, сыры, свежайшие овощи, фрукты. Все необходимые продукты для ежедневного питания есть в этом магазине. При дефиците времени приготовления блюд можно приобрести полуфабрикаты, консервацию хорошо зарекомендовавших себя марок. В магазине хороший выбор кофе, чая, напитков, кондитерских изделий. Здесь можно купить сопутствующие товары, корма для животных. Приглашаем в новый кулинарный отдел магазина «Копейка» Мира 65 ежедневно с 8 до 22:00 без перерыва. Наши цены вас приятно удивят. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. В пятницу в вечернем эфире 5 канала смотрите выступление главы Республики Коми Владимира Уйба с официальным обращением к жителям региона, в котором он подводит итоги работы за год. Напомним, 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил на должность главы Республики Коми Владимира Уйба. Бывший заместитель министра здравоохранения России приехал в наш регион в самый разгар эпидемии коронавируса. В ходе поездок по республике, которые начались незамедлительно, он погружался в проблемы региона, знакомился с местными жителями. В своем выступлении глава Коми расскажет, что удалось сделать по итогам этих поездок. Смотрите 5 канал. Всего доброго и до свидания.